Эти формы поведения сохраняются даже когда необходимость в них отпадает. Если посмотреть на играющих котят, можно увидеть, как один пушистый охватывает голову другого передними лапами, а зубами захватывает шею. Точно таким же приемом львы убивают добычу крупнее себя, например, зебру или антилопу гну. При этом большие кошки на добычу крупнее себя никогда не охотятся, но генетически заданный комплекс движений сохранился и у них. О тайной жизни животных, о которой вы даже не догадываетесь, поговорим сегодня в эфире «Наукомания». Меня зовут Екатерина Берецкая. Здравствуйте и смотрите в программе. Поведенческие паттерны или способность мыслить, насколько мы схожи с животными. Научные способы слежки, кто и как изучает жизнь четвероногих и не только. От пары часов до нескольких суток расскажем подробнее о том, как живется и работается орнитологом. Этология – наука, находящаяся на стыке зоологии, биологии и сравнительной психологии. Она изучает поведение животных, характерные для каждого биологического вида в его естественных условиях обитания. В центре ее внимания врожденные особенности поведения, которые раньше назывались инстинктивными. Она тесно связана с физиологией высшей нервной деятельности и нейрофизиологией. Термин «этология» был введен в биологию в 1859 году Этьеном Жофруа Сент-Илером. В трудах естествоиспытателей XVIII-XIX веков был собран огромный описательный и отчасти экспериментальный материал, позволивший выделить и четко определить категорию инстинктивного поведения. Непосредственное влияние на развитие этологии как науки оказали труды Чарльза Дарвина. Собранные им многочисленные факты о поведении животного в естественных условиях позволяли различить основные категории поведения – инстинкт, способность к обучению и элементарную способность к рассуждению. Дарвин указывал также, что признаки поведения животного, как и признаки его строения, характеризуются наследственностью и изменчивостью. На примере инстинктов Дарвин показал возможные пути формирования признаков поведения в процессе естественного отбора. Более широкую известность этология приобрела в 30-е годы прошлого века благодаря трудам двух зоологов – Конрада Лоренца и Николаса Тинбергена. С самого начала они считали, что эта наука должна заниматься поведением животных, включая человека. Они понимали, что этология открывает новый ракурс в исследовании поведения и может внести большой вклад в понимание человека. Этологи классифицируют и строят анализ поведения с помощью различных функциональных состояний животных: сон, бодрствование, покой, активность, игра, передвижение, питание, защита и нападение. Важное место занимает изучение территориального и группового поведения животных. Чем обусловлено поведение животных? Есть ли у них эмоции? Как вообще изучают их жизнь? Прямо сейчас об этом поговорим в студии программы. У нас в гостях старший научный сотрудник научно-практического центра по биоресурсам Ирина. Здравствуйте. Здравствуйте. Ирина Александровна Крещук. Старший научный сотрудник лаборатории популяционной экологии наземных позвоночных и управления биоресурсами научно-практического центра Национальной академии наук Беларуси по биоресурсам, кандидат биологических наук. Ирина, наши зрители уже узнали, когда и как появилась такая наука, как этология, да? Можно ли сказать, что это психология животного или немножко разное все-таки это понятие? Этология представляет собой междисциплинарную науку, которая включает в себя зоологию, физиологию, экологию, психологию животных. В большей степени основа поведения животных, она все-таки зависит от факторов окружающей среды, потому что это ответная реакция, поведение в той или иной ситуации на оказывающийся фактор. Человек, в принципе, тоже, его поведение в какой-то степени – это реакция на то, что нас окружает. В связи с этим, насколько мы схожи вообще в моделях поведения с животными? Очень похожи с животными, потому что не нужно забывать, что мы являемся тоже млекопитающими, являемся представителями царства животных. И основные врожденные инстинкты, которые имеются у нас, это чувство страха, сохранение потомства. Конечно, есть и отличия у нас в поведении. Это говорит о том, что мы высокоорганизованные существа, поэтому в данном случае у нас немножко более сложные
поведения, чем у животных. Ну вот раз заговорили про инстинкты, да, давайте разберемся немножко в терминах. Инстинкт и рефлекс. Вот в чем разница? Рефлекс – это некая ответная реакция организма на раздражитель. Инстинкт – это все-таки какие-то рефлекторные действия, которые закреплены генетически. Продолжаем сравнивать людей и животных, да? Способны ли животные думать так же, как думаем мы? Или это так называемые поведенческие паттерны? Заводчики различных видов домашних питомцев, они, конечно, могут с радостью удостоверить, что да, конечно, животные я умеют, могу сказать, умеют да. думать, сопереживать, нам чуть ли не все эмоции наши воспроизводить. Но люди заблуждаются в этом ввиду того, что животные, они как бы анализируют всю информацию, которая поступает извне, обучаясь каким-то определенным навыкам, которым они обучаются согласно дрессировкам. Это не обдуманные поступки, не логически выстроенные цепочки, а это как бы определенные этапы пройденного обучения, как обычный ребенок обучается во время урока, то есть хорошо закрепленный урок. Материал. В плане того, что они думают, это, думаю, заблуждение все-таки. Ну что ж, животные наблюдательные, но люди тоже за ними наблюдают. Какие способы, методы научной слежки сегодня есть за животными? И для чего это все? Это и использование телеметрии, радиометрии, использование различных ГИС-технологий, использование, допустим, тех же фотоловушек. В настоящее время, вот что интересно, фотоловушки снабжены модулем, который способен передавать сразу изображение на телефон. ММС-сообщения, видео, ролики небольшие, фото, какие-то материалы. И таким образом ученые, не находясь даже в лесу, могут, расставив эти фотоловушки, просто наблюдать, можно сказать, так и из кабинета и делать какой-то анализ. Но в основном это касается тех животных, за которыми необходимо наблюдение их путей миграции, там, за состоянием популяции, например, различить половозрастную структуру популяции, то есть посмотреть, как они ведут себя в стаде. Помимо этого можно определить частичную численность, если это стадные животные в определенных местах. Соответственно, мы можем узнать, каково количество животных, там, допустим, в этой субпопуляции. Что касается радиотелеметрии, то здесь используются различного рода радиодатчики, которые могут либо внешне прикрепляться куда-то, к телу, например, к лапке. Различного рода сейчас даже появились радиоошейники, которые тоже позволяют отслеживать различных видов животных, причем наблюдать за путями их миграции, насколько далеко они уходят, почему они туда уходят и как они передвигаются, то есть от начальной до конечной точки, к примеру, и в промежутке пронаблюдать, то есть куда сдвигаются их пути. Помимо этого, наиболее простой способ наблюдения за животными – это было кольцевание птиц. Оно и сейчас используется, когда на лапку птицы прикрепляется кольцо. Там находится вся информация об этом виде, где фиксировалось. То есть, таким образом, перелетая из одного места на другое место, ну, то есть мигрируя, ученые могут определить точки миграции, пути миграции, то есть начальные, конечные, то есть и охарактеризовать, как проходил путь в этот раз и как проходил путь в другой раз, например, как они летели на зимовке. Раз уж заговорили про птиц, я предлагаю нам с вами ненадолго прерваться. Мои коллеги отправились к орнитологам. Давайте с вами вспомним, кому принадлежит это гнездо. Это яхерь. Голубь-яхерь, дикий голубь-яхерь, который является перелетным, но гнездо устраивает вот так вот невысоко на деревьях, где выводит свое потомство. В гнезде у голубя всегда только два птенца, помните это? А у кого больше всего птенцов, из каких птиц? У серой куропатки, верно. Именно так проходят занятия у маленьких орнитологов, учеников 112-й начальной школы столицы.
Проект «Зеленые классы белорусской столицы» у нас в Минске реализуется на базе 7 школ. В основном это школы заводского района города Минска. Здесь находится экологическая тропа Чижовка, и это очень удобно для нас, потому что с детьми мы очень редко сидим в кабинете. В основном выходим на природу, в частности на экологическую тропу, и изучаем природу во всей ее красе. Для нас это очень важный такой природный стационар. Общее количество детей, которые сегодня занимаются в зеленых классах, у нас порядка 460. На занятиях школьники изучают птиц, растения и насекомых, но не только по учебникам. Уже в столь юном возрасте они занимаются исследовательской деятельностью. Например, ближайший участок возле школы практически досконально изучен. Что там за гнездо, как вы думаете? Серые вороны. Я тоже думаю, что серые вороны. Давайте еще раз посмотрим ее на картинке. Серую ворону. Всех птиц мы нанесем на карту, все гнезда, для того, чтобы точно знать. Вот она, ребятки, смотрите еще раз. Вы ее хорошо знаете, но на всякий случай. Серая ворона. Серая ворона, видите? Гнезда, а сейчас, когда листвы нет и их можно с легкостью рассмотреть, помечают в специальной карте. Там же и кто домовладелец. Уже во 2 классе малыши знают о пернатых гораздо больше, чем многие взрослые. Это интересно смотреть, как они летают, в гнезда садятся. Я знаю серую куропатку, я знаю серую ворону, еще синицу, голубя, еще галку. Смотрю, какого у нее цвета голова, узик, крылышки. Исследуют ребята не только жители неба возле школы, но и за пределами городской черты. Ходят в походы, вооружившись биноклями. Рассказали орнитологи и нашей съемочной группе, как определить, чей домик на ветке. Например, гнезда врановых птиц очень хорошо отличаются между собой. Ворон устраивает гнездо очень высоко на дереве. Галка поселяется вообще в дуплах, поэтому, соответственно, мы уже можем как-то сориентироваться. У сороки гнездо с крышей, то есть получается такое большое шарообразное гнездо. Это «Наукомания». Сегодня пытаемся разгадать тайны поведения животных, и смотрите далее. Самое слабое звено, как сородичи выбирают жертву буллинга. Танец, песни и подарки, как животные выбирают кавалеров и дам. И почему большинство рабочих муравьев на самом деле жуткие лентяи, узнаете через несколько минут. Этологи, насколько я знаю, ведут социограммы. Что вообще это такое и для чего? Социограммы вообще позволяют провести дополнительные исследования, дополнительные регистрации именно поведенческих характеристик животных. А в связи с этим для более детального проведения анализа каких-то поведенческих реакций животных необходимо не только исследовать их, например, в сообществе, там, допустим, в вольных условиях, но и помимо этого использовать какие-то исследования в вольерных, например, условиях, характеризовать поведение их в зависимости от половой принадлежности, возрастной принадлежности, каким образом они ведут себя, некие изгои в этом социуме, так называемом, и каким образом ведут себя все остальные, например, по отношению к тому или иному виду животных. Например, самцы к самкам, как они себя там... Вот так вот мы плавно перешли к теме брачных игр у животных. Это, я думаю, что очень интересно, да? Как выбирают партнера? Это инстинкт или замешанные эмоции, например, как у людей? Среди животных не просто так, опа, положил глаз и все, или приподнял бровь, понравилось. То есть не просто красивая львица, например, да? Самка или самец там. В основном для того, чтобы завоевать самку, большинству самцов приходится потрудиться. Это различного рода какие-то состязания у некоторых видов, которые позволяют победить сильнейшему, и, соответственно, самка отдает предпочтение сильнейшему, потому что он как бы и благороднее тогда, потому что вот он такой альфа-самец. Помимо этого, есть же некие брачные танцы у птиц, допустим, которые тоже своим ярким оперением танцуют и так, привлекая внимание. Танцы у птиц, да, у животных? Да. Здесь тоже есть определенные поведенческие реакции, выделение определенного, допустим, секрета, который таким образом привлекает, да, запах и так далее. Ну, например, если взять тех же кротов,
то воссоединяются самцы с самками только на момент размножения, все. А так они нетерпимы друг к другу, потому что у них имеется определенный конспецифик, а это секрет, который выделяется, и таким образом он обозначает, что здесь я хозяин. То есть под землей парами они не ходят? Нет. И они живут в основном в единственном экземпляре у себя. То есть такие одиночки? Наличники такие, да. Проецируя опять-таки на людей, к сожалению, в последнее время стали актуальны такие темы, как буллинг, шейминг, да, вот, то есть у животных тоже такое есть, и каким образом там травят, давят слабейшего там, или по каким-то другим причинам, не только сила? Естественно, у животных достаточно большое количество проявлений насилия над изгоем. В большей степени это зависит от того, что в основном это особь немножко слабее в плане, она где-то держится в стороне, и при этом ее не принимают. Она, естественно, получает меньше питания, и, соответственно, она выглядит немножко мельче, и, соответственно, как бы стоит в стороне. Если рассмотреть вообще очень простой пример, ну, в курятнике, если рассматривать, есть там определенная курица-атаманша, которая клюет, например, там, допустим, более слабого, то есть меньше рангом своего, те меньше рангом, еще меньше рангом клюют. То есть таким образом они обозначают, что они в первую очередь кушают, а потом все остальные. То же самое проявляется и у животных, тех же псовых, у гиен, у волков. Такое есть, ну, как бы известное, да, страус, когда опасность прячет голову в песок. Если на него нападает другой страус, то же самое происходит? Вот, ну, просто интересно. Или они друг на друга там не нападают? Нет, это все мифы, что страусы прячут голову в песок при опасности. Почему пошел этот миф? Самка, насиживая яйца, гнезда же строятся на земле, она, завидев опасность, она просто ложит шею, то есть она не хочет быть видной, потому что, ну, естественно, там такая мощь. Мощная дама. Да. И для того, чтобы обезопасить нападение, допустим, на гнездо, она таким образом якобы прячется. Хочу еще вас спросить про попугаев. Ну, их же обучают нормально, разговаривают они, так сказать, по-человечески. Вот как вообще так происходит? Они вообще понимают, что они говорят? Или это тоже тот самый урок, о котором мы говорили с вами в начале программы? Есть исследование одной из ученых-биологов, которая занималась психологией животных из Аризоны. У нее был попугай по кличке Алекс. В течение определенного времени она его обучила различного рода словам. Причем, что интересно, количество слов достигало 150. При этом попугай мог распознавать, что такое больше, меньше. Ну, как бы там все равно или не все равно. Даже был случай, когда что-то ему не понравилось, она в своих исследованиях описала, что он даже сказал: «Хватит, я ухожу». В плане того, что ему уже надоело тренироваться. Все ее исследования, подытоживая, она пришла к тому, что все-таки вот по пониманию и речевому воспроизведению этот попугай соответствовал 5-летнему ребенку. Помимо этого, ну, я думаю, все-таки это в большей степени навыки, которые приобретаются. Опять-таки, это все-таки урок, который происходит из дня в день, обучение. И таким образом выстраивается какая-то цепочка, наверное, каких-то определенных операций, которые приводят к тому, что, там, допустим, животные запоминают то или иное, либо слова. Но дело в том, что помимо этого только, наверное, для попугаев характерно воспроизведение речи из птиц, потому что у них есть специальный такой звуковой орган, который находится глубоко в трахее. За счет этого они способны подражать голосу человека. Я думаю, что сейчас пришло время узнать, как студенты биофака наблюдают за поведением животных. Давайте посмотрим сюжет и вернемся в студию. Сама по себе дисциплина изучает поведение животных. А животные, те, которые изучаются зоологией, есть, собственно, раздел самой биологии. Поэтому кому, как не биологам, этим и заниматься. В некоторой мере используют эти данные и в медицине, но очень узкоспециализированные. Отрасли только пользуются этими данными для тестирования, например, каких-то медицинских препаратов на лабораторных животных, на крысах, чтобы понять, как они влияют на поведение животных, ну, прежде всего, млекопитающих.
млекопитающих. В основном студенты биологического профиля предпочитают популярные направления, такие как генетика, биохимия, микробиология, молекулярная биология, которые считаются, может быть, и перспективными, и модными. Однако всегда есть студенты, которые интересуются какими-то уникальными вопросами или редкими группами животных. Курсовые дипломные работы под моим руководством выполняли несколько студентов, которые изучали в том числе экзотических животных, например, такие как игуан, и даже одна из выпускниц, Таня Шулейко, изучала поведение дельфинов в нашем дельфинарии, который есть на базе Минского зоопарка. Основным результатом работы является описательная этология, то есть характеристика конкретных особей, их особенностей поведения. Связано это с тем, что современная этология, как в принципе любая современная наука, требует очень комплексного подхода, в том числе и знаний по биохимии, генетике, очень дорогостоящей и сложной аппаратуры, которая позволяет, например, следить за животными. Такая практика у нас в Беларуси на базе институтов Академии наук уже ведется не первое десятилетие, когда происходит слежка за дикими животными, за куньями, за псовыми, например, за волком, лисицей, другими животными, для того, чтобы определить их кормовые участки, особенности их поведения, какие-то другие особенности, которые могут повлиять и на взаимоотношения и с человеком, и покажут специфику поведения тех или иных животных в различных экосистемах. Вот мы с вами говорили, что звуки определенные подают животные друг другу, во время коммуникации. Помимо звуков, что еще может быть использовано, не знаю, как способ, как метод, скажем так, между собой? Еще определенные есть виды поведения, связанные с коммуникацией. Это становится в позу в какую-то определенную, что здесь я хозяин или это моя территория. То есть шерсть поднимается у собак на холке, да? Обозначают свое «я». Помимо этого, это могут быть различные пахучие вещества, мечени территории, которые также указывают на то, что здесь есть свой хозяин этой территории. Есть коммуникативные связи среди различных видов. К примеру, есть птицы в Африке, которые называются медоуказчик. Эти птицы находят пчелиное гнездо. Они начинают издавать звуки. Барсуки, медоеды, они, соответственно, воспринимают этот звук, что якобы здесь находится пища, и им хорошо идут, они съедают, например, мед, а, соответственно, птицы, им необходим воск, допустим, они съедают воск. И таким образом происходит коммуникация между различными видами. Многие, заводчики и те, у кого есть домашние животные, точно видят иногда у собаки, например, на глазах слезы. И опять-таки думают, что это какая-то эмоция. Когда тебе плохо, тебе кажется, что собака тоже сидит и сочувствует. Хоть какую-то надежду, это эмоция или что это? Почему? Сейчас очень достаточно большое количество исследований в этом направлении. Во-первых, плач здесь, скорее всего, неуместно, потому что это в основном защитные реакции у животных. Ведь животные не могут плакать и не могут смеяться. Не могут, все, да. Эмоции для них они не характерны такого плана. Хотя есть исследования, которые все-таки предполагают, что якобы животные могут, допустим, сопереживать, прийти, когда тебе плохо, и точно такое же грустное лицо сделать. Таким образом, это опять-таки, наверное, какая-то реакция на нас, на проявление на то, что мы наших эмоций. И то есть в определенный момент животное просто понимает, что раз так сделал хозяин, второй раз сделал хозяин, значит, ему не есть хорошо. И, соответственно, он приходит спокойно, наверное, ложит голову, к примеру, и смотрит вам в глаза, вам грустно, и, соответственно, вам кажется, что, соответственно, и псу очень грустно. Ирина, спасибо вам огромное, спасибо, что нашли время, было, правда, очень интересно. А мы продолжаем, у нас впереди еще много интересного, так что не переключайтесь.
Отпетые трудоголики оказались жуткими лентяями. Если взглянуть на муравейник, то создается впечатление, что каждое насекомое выполняет свою роль в этом отлаженном механизме взаимодействия. Но на самом деле это не так. Ученые из Университета Аризоны решили устроить своеобразное муравьиное реалити-шоу с целью проверить, как же на самом деле обстоят дела. Исследователи взяли 5 колоний муравьев и каждого пометили цветными точками. В течение 2 недель камера высокого разрешения 6 раз в день записывала 5-минутные серии о жизни муравьев, отслеживая по цветным меткам поведение каждого. В итоге получилось, что из всех рабочих муравьев около 72% были неактивны примерно половину времени, а 25% не работали вовсе. И всего лишь чуть более 2,5% были замечены работающими все время наблюдения. Помимо всего прочего, деятельность примерно половины из активных муравьев была не совсем понятна. Судя по записям, они просто бродили вокруг, не преследуя конкретной цели. Чувство прекрасного, как утверждают некоторые ученые, присуще беседковым птицам-шалашникам. Они обитают исключительно в Новой Гвинее и на ближайших к ней островах, а также в Австралии. Самцы птиц строят гнездо, напоминающее формой шалаш, и соревнуются друг с другом, украшая жилище разноцветными камушками, перьями и соцветиями. Подражать речи, если верить интернет-источникам, могут не только попугаи, но и слоны. В Карагандинском зоопарке с 1973 по 1993 год жил слон Батыр. Используя засунутый в пасть хобот как резонатор, он произносил свое имя и некоторые слова типа «воды», «дай», «хороший», «плохой» и даже некоторые нецензурные фразы. Это было «Наукомания» и я, Екатерина Берецкая. Смотрите нас ровно через неделю на телеканалах «Беларусь-3» и «Спутниковом Беларусь-24». А теперь мы и на НТВ «Беларусь». Как всегда, постараемся, чтобы вам было интересно.